Где водка льется тихой речкой в стакан и жертвы, и убийцы из Сухаревской чебуречной. Иной страны я вижу лица, иной страны чужие лица, сквозь опустевшие стаканы, чужие мертвые глазницы, средь шума пьяного и гамма. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне, быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне. Простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество. Мы молодые, гордые придурки, счастливые лентяи и бритеры. До первого серьезного похмелья нам остается года по 4, до первого инсульта 28, до первой смерти 53 года. Мы когда представляли спектакль «12» и представляем сейчас спектакль «12», мы думали, конечно, не о мертвых поэтах, а о живых. Но даже говоря о живых поэтах, надо все равно начинать с покойников, а Москва именно тот город, в котором памятники ставят мертвым. Блок прежде всего. Брюсов, Маяковский, Есенин, Игорь Северянин. И все они были молоды. Каждый молод, в голове чертовский голод. Вот с голодухи так хорошо быть талантливым. Чаще всего бывает так, что мы реализуемся только тогда, когда у нас все, если у нас все отобрать. Мы начинаем служить призванию и вообще думать о главном только в тот момент, когда у нас отбирается все совершенно. Поэты, они как раз про то, что ты знаешь, дружок, хочу тебя расстроить, но всех денег ты точно не заработаешь ни в этой, ни в следующей жизни. Больше того, то, что ты заработаешь, к сожалению, без осознания некоторых вещей не сделает тебя счастливым 100%. Про кого спектакль «12» и от кого охраняет отряд 12, вот от таких. Это все, это ведь узнаваемый совершенно персонаж. Наша двушечка, вот она здесь стоит. Перемены очень близко, и то, что они будут кардинальными, это уже, по-моему, всем понятно, в том числе не только поэтам. Наши мертвые нас не оставят в беде, как сказал Высоцкий. Это не страна дураков, это страна чудес.